Приветствую всех на канале. Сегодня у нас BYD Song Plus, но видео не совсем с ремонтом, а больше ознакомительное видео. Мы сейчас заключили договор о сотрудничестве с импортером этих автомобилей, которые будут импортировать эти автомобили в Польшу, и мы будем их обслуживать. Дело в том, что покупка китайского автомобиля всегда связана с огромными рисками с ремонтом, потому что официальные дилеры не всегда, даже европейские, готовы брать в обслуживание автомобили, привезенных с Китая, которые были на внутреннем рынке Китая. При этом есть отличие китайских автомобилей от европейских. И европейские дилеры не всегда готовы их обслуживать даже за деньги. И, естественно, никакую гарантию не дают. Эти автомобили будем обслуживать мы, и импортер автомобилей дает на эти автомобили свою гарантию. Мы будем здесь обслуживать силовую часть, кроме кузова, потому что мы кузовщиной не занимаемся. Также будем делать текущее обслуживание этих автомобилей. Дело в том, что китайские автомобили очень агрессивно захватывают рынок за счет того, что у них относительно ниже цена, чем у аналогичных европейских автомобилей. И все из-за того, что Китай датирует эти автомобили, поэтому очень интересно покупать их, но есть риски покупки автомобиля и столкнуться с проблемами по ремонту самому. А это будет не быстро и не дешево, так как проблема с запчастями есть, и проблема с сервисным обслуживанием тоже есть. Я уже когда-то делал видео на канале, там, когда к нам приезжал BYD Song с проблемой по рулевой колонке. Автомобиль был с пробегом что-то около 50 километров, и уже была проблема с рулевой колонкой. В тот момент не на владельца плечи легли расходы по ремонту. Тогда ремонт был относительно недорогой, но столкнуться можно со всяким. И тогда обслуживание стоимость ремонта легло не на владельца автомобиля, а на тех ребят, которые этот автомобиль привезли. Я всегда говорил, что BYD мне нравится, так как здесь очень качественные батареи. Даже Tesla ставит такие батареи. Здесь, кстати, стоит батарея Blade, литий-железофосфатная. Какие у них плюсы? Тем, что эти батареи гораздо лучше имеют ресурс по сроку службы. Кроме того, они относительно безопасные, они не горят. Литий-ионные батареи очень часто воспламеняются, и это можно в интернете можно увидеть такие ролики, когда горит батарея литий-ионная. То литий-железофосфатная в этом смысле гораздо надежнее. Но и здесь есть некоторые проблемы, связанные с перегревом батареи, поэтому за этим нужно внимательно следить. И если батарея перегревается, то она очень сильно деградирует. Поэтому все плюсы сходятся на минус. Поэтому необходимо регулярно проверять систему охлаждения этой батареи и вовремя на это обращать внимание. Конкретно на этом автомобиле установлена защита, которая закрывает и топливный бак, и саму батарею, и двигатель вместе с трансмиссией. Под капотом у нас установлен 1,5-литровый мотор и электромотор. Все закрыто пластиком. Особо здесь так просто не видно. Чтобы до чего-то добраться, нужно немножко подразобрать пластик. Но в принципе зазора под капотом достаточно много, и это не мешает при обслуживании автомобиля. Что еще хотел сказать по кузову? Судя по всему, вот феррум-цинк. Кузовщина у нас оцинкованная, то есть можно надеяться на какой-то запас от коррозии. Немножко есть разбег в толщине лакокрасочного покрытия 130-99, примерно 30 микрон. Но то, что китайцы уже делают автомобили цинкованные, это уже внушает некоторые надежды на то, что срок службы этих автомобилей, по крайней мере по кузовной части, будет лучше. Мы кузовщиной не занимаемся, но у нас есть партнеры, которые занимаются восстановлением автомобилей и очень давно работают с кузовщиной. Кстати, обратил внимание, что линия капота
чем-то похожа на Volkswagen Skoda. У них тоже есть такая прямая линия, которая капот заходит на крыло. И вот хочу представить Александра, это наш партнер, который занимается кузовными работами и уже достаточно давно имеет огромный опыт с этим. И хотел бы спросить у него, что он думает по поводу этих автомобилей вообще в целом по кузовщине. Всем добрый день. На самом деле, да, эта линия очень похожа на Шкоду, на Volkswagen. Но ничего страшного, там дизайны переплетаются. Есть. По поводу покраски китайских автомобилей, ничего страшного, это та же краска. Вообще, на самом деле, в мире 4 компании производят краски, такие как Лазурит, Спектрал, Новол. Ну, в общем, все автомобили красятся не собственными красками. У Volkswagen нет своего завода, и у Audi нету. Я думаю, что у этих автомобилей производителей тоже нету своих заводов по покраске, поэтому это стандартная краска по текстуре, по составу химическому. Но она чуть-чуть специфическая и проблемная в подборе, потому что она сделана как бы собственным дизайнером, и здесь нету рецептуры, которая есть в популярных цветах и названиях. Допустим, тот же Volkswagen это 7LY, то есть эти цвета в любом месте вам сделают, потому что ее рецептуру все знают. И здесь нужно такой цвет сканировать спектрофотометром, у нас есть такое оборудование, и он имитирует человеческий глаз и высчитывает, сколько какого пигмента нужно добавить, только мы чуть корректируем само зерно. На самом деле цвет этого автомобиля очень красивый, это похоже на Nardo Grey, но он с добавлением перламутра. Поэтому при покраске такого автомобиля, скорее всего, нужно будет заходить на соседние элементы. То есть, когда у вас поврежден капот или крыло, которое мы заменили, то, к сожалению или к счастью, чтобы не отличалось, нужно заходить на соседний элемент. Не знаю, камера передает или нет, но у нее есть перламутр. Это на самом деле красиво ночью, красиво днем, и вечером он более серый, такой современный цвет. Мы сталкивались с электричками современными, и есть одна проблемка, если вам нужно заменить элемент, стандартные поставщики или обычные доски объявлений не имеют запчастей. Поэтому эти запчасти нужно покупать у продавца этих автомобилей. И когда вы покупаете у проверенного продавца, то сразу имеете обслуживание. Мы просто звоним продавцу этой марки и модели в Польше и говорим, нам нужно крыло, нужен бампер, нужна защита какая-то, и нам человек сразу высылает. То есть мы знаем, где брать запчасти на этот автомобиль. Поэтому так, ничего сложного по технологии, только контакты и опыт позволяют нам это сделать быстро и качественно. На всякий случай я оставлю контакты в описании Александра, для того, чтобы с ним можно было связаться не только по ремонту китайских автомобилей, но также и любых других, в том числе и привезенных со Штатов, как я уже выше говорил, имеют огромный опыт по восстановлению кузовному и покраске. А вот так этот автомобиль выглядит изнутри. Здесь даже можно посмотреть YouTube, по которому вы сейчас смотрите это видео. А в данный момент я хочу передать слово Андрею, это директор компании-импортера, которые завозят эти автомобили. Андрей, расскажите нам, пожалуйста, об особенностях этого автомобиля, чем он отличается от других гибридов. Добрый день, Чингис, добрый день всем. Я директор компании Motion Auto. Мы импортируем автомобили напрямую из Китая, работаем с крупными торговыми домами и с заводами, поэтому имеем хорошие цены и надежные автомобили. Не зря мы для себя сделали выбор в пользу BYD, потому что уже ранее имели опыт с этими автомобилями и считаем, что из китайского автопрома это наиболее удачное сочетание цены и качества. Что могу сказать про этот автомобиль? BYD Song Plus в версии гибридной в Европе представлен сравнительно недавно. В Европе эта версия называется BYD Seal U. Однако конкретно в этом комплектации автомобиля увеличенная батарея 26,6 киловатт, что дает ему электрический запас хода в 160 километров в городском режиме. Немного в двух словах расскажу, чем вообще в принципе отличается гибридная система BYD от других автомобилей, к которым вы привыкли. Toyota, ряд европейских автомобилей, которые имеют классический гибрид, пусть даже и плагин. И даже BYD отличается, система гибридная, и от
таких марок, как Voya, Lysian. Это последовательно параллельный гибрид. Что это значит? Машина, когда двигается в городе, едет как полноценная электричка. То есть до 70 километров она едет только на электродвигателе. Заводится от электродвигателя, едет на электродвигателе. Когда ей необходимо придать ускорение, подключается бензиновый мотор. В этот момент машина максимально, если вам нужно совершить обгон, машина максимально может выдавать более 300 лошадиных сил. Это очень удобно. В то же самое время мотор бензиновый может в процессе движения самостоятельно передавать энергию на колеса. Это позволяет экономить топливо. И именно по этой причине BYD гибридная система экономичнее выглядит по показателям, чем другие гибридные системы. К примеру, у данного автомобиля расход топлива в смешанном режиме до 4 литров доходит максимально. Ну, естественно, как и в классическом последовательном гибриде, когда машина тормозит, либо едет с горки, включается рекуперация, батарея подзаряжается. Таким образом, у этого автомобиля самое главное преимущество то, что он одновременно мощный, позволяет делать различные маневры на дороге. Как я сказал, до 300 лошадиных сил он может набирать мощность, так он и экономичный, как для городского режима, так и для дальних поездок. Что важно еще отметить, что у данных автомобилей именно китайской версии, в отличие от BYD Seal U, двойное остекление. Соответственно, в машине будет тише, чем в BYD Seal U. В данной версии автомобиля стоит премиальная аудиосистема Infinity. Соответственно, при таком большом экране, это 15,6 дюймов, можно сесть, посмотреть фильм, и вы будете чувствовать себя как в домашнем кинотеатре. Что еще важно отметить? У этих автомобилей, как уже говорил Чингис, довольно большой ресурс по двигателям. В Китае данные автомобили ездили в такси, и при пробегах там 300-400 тысяч километров с этими автомобилями не случалось значительных поломок и проблем. Очень живучие двигатели, живучая батарея. И, естественно, для тех, кто не живет в собственном доме, данный автомобиль может быть лучшей альтернативой электричке, потому что его не надо будет так часто подзаряжать. При максимальный запас хода у этого автомобиля, если ехать на длинное расстояние, в режиме использования бензинового и электродвигателя может быть до 1200 километров по классификации в ЛТП. Если говорить о системе, на текущий момент заводская система данного автомобиля настроена на два языка, китайский и английский. Однако мы как компания предоставляем своим клиентам под ключ решения эти автомобили, адаптируем под нужды потребителя. Как вы можете видеть, здесь уже установлены различные приложения. Здесь стоит Chrome. Мы устанавливаем приложение по желанию клиента, Spotify, Waze, здесь есть YouTube, как сказал Чингис. Ну и могут быть установлены любые другие приложения. WhatsApp, можно подключаться по Bluetooth с телефоном и, соответственно, использовать машину как переговорный пункт. Что мне нравится в машинах BYD, то что за свою цену они в комплектации дают то, чего невозможно увидеть в большинстве машин среднего класса. Я не говорю про премиум. То есть эту машину по классу невозможно отнести к премиуму, но человек, который покупает машину за 170 тысяч злотых, покупает аналогичную машину в Европе, он не получит такого количества и набора функций,
как есть у данного автомобиля. Помимо того, что я рассказал по системе мультимедиа, у этого автомобиля большое количество помощников. Здесь есть и адаптивный круиз-контроль, когда машина, по сути, даже сама рулит. Вот, она удерживает полосу, она, соответственно, подстраивается под поток, и можно выстраивать в зависимости от того, какой трафик в данный момент, на каком расстоянии машина будет держаться и какой скорости придерживаться. Можно переключиться обратно в ручной режим и уже ехать самостоятельно, подруливая. В целом на трассе очень удобно. Я сам периодически использую адаптивный круиз-контроль, когда едешь на большое расстояние и нужно снять напряжение. Этой машине можно довериться, можно включить адаптивный круиз-контроль и просто периодически подруливая наслаждаться дорогой. Монитор регулируется, монитор поворачивается. То есть можно смотреть и TikTok в вертикальном положении монитора, и YouTube в горизонтальном. Да, но в таком положении очень удобно использовать навигацию, потому что ты дальше видишь и можешь лучше отслеживать, когда тебе нужно повернуть. Для того, чтобы работал интернет, можно использовать один из двух способов. Либо раздавать интернет с телефона, либо же можно установить, купить роутер и просто поставить его в машину. И тот, и другой вариант приемлемый, и тот, и другой вариант хорошо работают. Многие, кто ездит на европейских машинах, я часто сталкиваюсь с вопросом, а есть ли Android Auto и либо CarPlay? Нет. В китайских машинах BYD не только Android Auto и CarPlay не работают, но для BYD по сути как бы это и не нужно, потому что непосредственно сам система D-Link это открытый Android, и вы можете установить сюда все что угодно, и вы можете, собственно говоря, прямо с планшета совершать любые действия. Мы тестировали BYD Seal U у официальных дилеров на работоспособность мультимедиа с использованием системы Android Auto и CarPlay и убедились в том, что непосредственно система открытого Android без использования CarPlay либо Android Auto работает быстрее, без задержек, как в навигации, так и в использовании других приложений, таких как Spotify, не будет задержек по музыке, в YouTube. Соответственно, в моем понимании эта система более приемлема для использования, по крайней мере, вот если мы говорим про BYD, чем подключать к этой системе еще Apple CarPlay и Android Auto. Да, есть различные приставки, которые можно было бы вставить, но опять-таки они создают определенные задержки, и это портит впечатление от пользования мультимедиа данного автомобиля. Важен еще один момент. BYD позаботилась в том числе и о безопасности. Многие говорят, что очень плохо управлять, когда нету кнопок, когда приходится управлять непосредственно с планшета, это отвлекает и тому подобное. Есть одна интересная функция, когда вам не нужно заходить в настройки, чтобы выставить климатизацию либо температуру. Это можно сделать 3 пальцами. Вот так вот можно повысить либо понизить температуру, а вот так вот можно непосредственно выставить, с какой мощностью будет работать вентилятор. Да, достаточно удобная функция, потому что иначе приходится отвлекаться на вот эти кнопочки, они нечувствительные, и нужно отвлекаться от дороги. Да, имея, конечно, куча таких помощников, это не столь критично, но тем не менее, когда жизнь упрощается какими-то легкими
легкими взмахами пальцев, то это, конечно, только плюс. Здесь еще одна очень удобная вещь, извините, Чингис, что перебиваю. Машину на самом деле можно управлять вот таким вот образом. Можно открывать окна с кнопки и закрывать. То же самое можно будет делать и с крышей. Прям вот здесь вот визуально можно включать подогревы и вентиляцию, подогрев руля. Все делается с экрана, и тут все выглядит очень просто в использовании, даже не обязательно знать язык, потому что все выведено на экран. Все интуитивно. Но здесь при этом нужно все-таки смотреть, что попасть на ту кнопочку, на которую нужно. А вот управление вентилятором и скоростью вентилятора и температурой, конечно, 3 пальцами, это вообще, мне кажется, очень классно. Много таких фишек есть на разных автомобилях, но, не знаю, не сталкивался с управлением вот таким вот, как только что показал Андрей. Очень даже интересно. Интересно, можно ли менять, чтобы можно было управлять различными функциями? Или это уже настроенная такая функция? Эта функция настроенная. По другим функциям не скажу, потому что таких вопросов не возникало. Больше как бы настройки касаются кнопок. Вот для своего удобства можно перенастроить кнопки. Автомобиль, в котором мы сейчас находимся, он занимает уже особое место в линейке BYD. Это уже машина премиум класса, считается так же, как и BYD Han. И в чем его отличие? Во-первых, это уже 7-местный SUV. Сзади... Да, Андрей, сейчас попрошу прощения. Хочу сразу сказать, что мы это уже едем во втором автомобиле. В автомобиле внутри есть некоторые схожие моменты. Андрей немножко позже расскажет о чем. В чем здесь отличие этих автомобилей, но это уже другой автомобиль. Так, хорошо, продолжим. Это такой же гибрид. Тот же принцип, который я рассказывал на Sunplus, действует. Но у этого автомобиля уже есть свои особенности. Как я сказал, это уже 7-местный SUV с раскладывающимся третьим рядом, который дает больше пространства в багажнике при необходимости. Здесь уже стоит более продвинутая гибридная система 5-го поколения, что делает его еще более экономичным, чем Song. До этого я называл до 4 литров. У Танго, при том, что он весит 2 тонны, уже может быть расход топлива меньше 4 литров на 100 километров. В отличие от Сонга, у него здесь экран не поворачивающийся, он не вращается. Не знаю, китайцы решили в этой модели не добавлять этого элемента. Но в целом это не создает каких-либо неудобств. Значит, у этого автомобиля уже турбированный двигатель 1.5 турбо, который выдает 156 лошадиных сил, а совместно с электрическим мотором, у которого 270 лошадиных сил мощность, он уже будет давать общей мощностью больше 350 выдавать при необходимости на обгоне, либо там, увеличивая скорость. У этого автомобиля натуральная кожа, конкретно в этом исполнении, в этой версии. Есть память водительских сидений, электрическая память. У него более продвинутые помощники, в отличие от Сонга. Тут уже стоит интеллектуальная система Smart Drive, когда включается интеллектуальный круиз-контроль, машина может не только держаться в полосе, но и сама перестраиваться. Даже когда машина заходит в поворот, она сама притормаживает. У нее есть распознавание светофоров, помимо того, что она распознает знаки. В общем, это почти полноценный автопилот.
Здесь вы можете видеть, что стоит уже немного другая система, аудиосистема, это Dyn-Audio. Такая система используется обычно в премиальной линейке Volkswagen, например, в Touareg. Ну а качество звука не хуже, чем у Song. В принципе, это такая же премиальная система, только другого бренда. Я для начала продемонстрирую. Есть приложение, которое регулирует как раз-таки, сейчас, секундочку, которое регулирует подвеску у этого автомобиля. Она может быть в режиме комфорт и в режиме спорт переключаться. И, соответственно, контроль подвески, качание машины тоже можно отрегулировать. Как утверждает китайский производитель, в автомобилях премиальных моделей, таких вот как Танк, также не проверяли, но по документации у Song Plus, который мы предыдущий показывали, там тоже стоят амортизаторы FSD. Это не полноценная адаптивная подвеска, но это уже умные амортизаторы, которые в процессе езды приспосабливаются к неровностям и к поверхности и саморегулируются, тем самым создавая комфорт. Здесь также двойное остекление, что повышает комфорт езды. И мало того, что автомобиль в принципе большую часть времени едет на электродвигателе, но даже когда включается на трассе бензиновый двигатель, то в машине абсолютно тихо. Один из клиентов, который с нами на этой машине делал тест-драйв, сидя сзади, сравнил шумоизоляцию с Мерседесом и сказал, что здесь шумоизоляция лучше, чем в Мерседесе GLE, по его мнению. Какая здесь батарея стоит? Здесь стоит батарея на 21,5 киловатт. Так как я сказал, что у этого автомобиля уже чуть более продвинутая гибридная система 5-го поколения, его запас хода, при том, что электрический только 112, общий запас хода утверждается, что составляет 1450 километров при полном баке и полной заряженной батарее. В городском режиме, ну, этот автомобиль проходит в районе 100 километров. Только на электрическом ходу. А BYD Song? У BYD Song у него батарея позволяет на электрическом ходу проходить до 160 километров в городском режиме. А сколько еще раз емкость батареи на BYD Song? Там 26,6 емкость батареи. А, здесь 21. Да. У машины камеры на 360 градусов. В момент поворота, помимо того, что когда включается задний вход, точно так же в момент поворота включаются боковые камеры, можно видеть машины, можно видеть препятствия, и машина, соответственно, легче управляется, потому что более предсказуемо то, чего может не... Оба автомобиля построены на одной платформе, и данные представленные автомобили у нас переднеприводные. Заднего привода здесь нету. Полный привод встречается у немного другой версии Танго, это Танк L, который выпущен в этом году. И вот у него уже есть версии полноприводные. А кузовные панели здесь оцинкованные. И здесь толщина лакокрасочного покрытия приближается к европейским. На BYD Танк более равномерное лакокрасочное покрытие. По крайней мере, по той стороне. По этой стороне чуть меньше. Но радует то, что автомобиль, по крайней мере, наружная обшивка вся оцинкованная.
Отличие в подкапотном пространстве этого двигателя, здесь уже все немножко плотнее за счет того, что здесь установлен и интеркулер, и турбина. И суммарно в общей сложности получается около 400 лошадиных сил. Интересно это проверить на диностенде. Еще один большой плюс автомобилей BYD — это то, что ее можно диагностировать практически любым мультимарочником. Как минимум это не заставит вас ездить искать, где можно продиагностировать этот автомобиль. Такие автомобили, как, допустим, Lucid Air или Rivian, или та же Tesla. Но с Tesla сейчас стало проще, потому что очень много кто делает это оборудование, в том числе и наша компания делает оборудование для диагностики Теслы. И скажу по секрету, уже разрабатывается диагностика под Rivian. Но тем не менее, это все-таки больше к эксклюзиву. А автомобили BYD диагностируются обычными мультимарочными сканерами. Поэтому в этом смысле это очень большой плюс при послепродажном обслуживании. Добавить, что такие автомобили можно покупать не только новыми, но и с небольшим пробегом. Благо в Китае большое количество дилеров и очень много машин, которые тестовые. Они будут с пробегом до 10 тысяч километров. И можно сэкономить на такой машине, ну, несколько десятков тысяч злотых. Мы тоже можем обеспечить покупку такого автомобиля. Мы можем по месту посмотреть его состояние, чтобы вы были уверены, что не кота в мешке покупаете. Ну и привезти вам такой автомобиль, опять-таки, с обслуживанием у наших партнеров. В целом мы показали только два автомобиля. На самом деле линейка автомобилей, которые мы можем предложить, гораздо шире. Поэтому приглашаем к нам в салон, и мы подберем для каждого тот автомобиль, который ему и по кошельку, и по душе. И, честно говоря, немножко расстроился. Решил проверить свой автомобиль. У меня японский автомобиль, и у меня металл не оцинкованный. Тонкий слой краски и металл не оцинкованный. А допустим, на Тесле у нас идет алюминиевая дверь, оцинкованное крыло. И еще один японский автомобиль, и тоже не оцинкованный. Но здесь не совсем корректно, потому что... нет. Да, здесь, похоже, была ударенная. И здесь толстый слой шпаклевки. И нехарактерная толщина лакокрасочного покрытия для японских автомобилей. И здесь все не оцинкованное. Конечно, возможно, здесь что-то и менялось. Капот алюминиевый, крылья стальные, не оцинкованные. А на BYD весь металл оцинкованный. И интересно стало на Мерседесе. Здесь крыло алюминиевое, капот тоже алюминиевый, дверь оцинкованная. А заднее крыло здесь, возможно, что-то было, какие-то работы здесь проводились. Толстый слой и не видно цинка. Здесь уже оцинкованная. Да, здесь какие-то работы проводились, что-то с аркой, поэтому цинка здесь уже тоже нет. Но в целом автомобиль был оцинкованный. Вот такая вот ситуация. Китай уже по некоторым параметрам обгоняет Японию очень-очень сильно. Кстати, не только Японию, но вот и Kia Niro приехал к нам на ремонт мотора. И здесь тоже не оцинкованная. Честно говоря, уже жалею, что вообще начал проверять. Ездил я спокойно и нормально все было. Теперь знаю, что мой автомобиль не оцинкованный, а китайские автомобили уже оцинкованные. И интересно, Fisker Karma. Что здесь? Крыло алюминиевое, то есть здесь получается все алюминиевое. Да, Fisker Karma это эксклюзив, и здесь все алюминиевое.
с эксклюзивом, конечно, сравнивать очень тяжело. А японские автомобили, к сожалению, по кузовщине не сильно отличаются от обычного погрузчика. То же самое, металл не оцинкованный и тоже такая же толстая, вернее, такая же толщина красочного покрытия. Вот такое сплошное разочарование в жизни. Если кому интересно, оставлю ссылку на вот такой толщиномер краски марки Фнирси. Если вам нравится контент по ремонту и обслуживанию электромобилей и гибридов, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до скорых встреч. Всем пока!